дорогие мои единомышленники, уважаемый, глубоко уважаемый наш первый президент Гагаузской республики Топал Степан Михайлович и первый председатель Верховного Совета Гагаузской республики Михаил Васильевич Киндигелян. Наш съезд проходит накануне выборов в Народное собрание Гагаузии. Это не внеплановый съезд, это плановый съезд. Вы вспоминаете, мы с вами в прошлом году собрались и утвердили программу национального единства и предложили эту программу всем жителям автономии. Мы никого не стали делить на своих и чужих. Движение «Единая Гагаузия» выпустило эту программу, работало над этой программой и сказало: все, кто поддерживает эту программу и готовы реализовывать каждый пункт этой программы, становитесь рядом, идем вместе. Сама программа отвечает интересам жителей автономии и определяет основные направления нашей с вами деятельности. Это прежде всего укрепление статуса автономии, модернизация нашего законодательства. Вы знаете, что над этим надо много работать, и привлекать надо международных экспертов, конституционалистов надо привлекать. Там огромный пласт работы, который накопился за 18 лет. Вот в этом году нам исполняется 18 лет. Мы становимся совершеннолетними, и весь этот пласт надо переработать, привести в соответствие с реалиями, а для этого нужны грамотные, компетентные, сильные специалисты. Место Гагаузии в будущем федеративном составе Республики Молдова. Это завершение к 2014 году полностью всей программы 11 шагов навстречу людям и разработанные, утвержденные, принятые Народным собранием Гагаузии стратегии социально-экономического развития до 2015 года. Все, что мы с вами наметили, мы все делаем системно, планово, в лучших традициях планирования своей работы, шаг за шагом. И к концу 2014 года мы с вами полностью должны завершить те проекты, которые запланированы. То, о чем я говорю, укрепление статуса и модернизация. И, что самое важное, то, что делается для людей. Дороги должны быть завершены и построены, газификацию мы завершили, водообеспечение должно быть завершено, здоровье нации программа должна быть реализована и приведена полностью в соответствии с реалиями 21 века, и приоритет образования. Вот это все, что было намечено в этой программе, мы должны к 2014 году завершить, но попутно, уже в начале 2014 года, а об этом сейчас мы говорим, сейчас заранее, еще есть время до 2014 года, мы в начале 2014 года приступим к разработке программы, которой пойдет команда движения «Единая Гагаузия» на выборы в 2015 году с новым башкаром Гагаузии. И эта программа будет заранее предложена. Мы обязаны полностью обеспечить выполнение этой программы и, самое главное, развитие языка, культуры, изучение истории собственной страны и автономии. Акцентирую внимание: изучение истории собственной страны Молдовы и Гагаузии, а не соседнего государства. То давление, которое мы с вами испытываем уже 8 лет, члены движения «Единая Гагаузия», и то, через что мы с вами вместе прошли, на многих из вас оказывалось давление. Возбуждались уголовные дела по надуманным мотивам. Многих из вас закрывали, преследовали за убеждения, преследовали за то, что вы служили гагаузскому народу. Мы через это прошли. Эти 8 лет были для нас непростые, они были для нас очень сложные.
Вы помните и засуху, и кризис финансовый, и многое-многое другое. Через какие тернии мы с вами прошли, чтобы прийти к власти в Гагаузии и начать реализовывать народную программу. Делать то, что отвечает интересам жителей Гагаузии, народа Гагаузии. Все выстояли. Никто не дрогнул. И сегодня мы продолжаем движение вместе. Критически оценивая промежуток времени 8 лет, должен вам сказать со всей ответственностью. Да, не все мы смогли реализовать. Не все мы смогли сделать из тех планов, которые мы наметили. Но говорю вам, ни одна команда не смогла бы сделать больше, чем в тех условиях, в которых мы работали, сделала команда движения «Единая Гагаузия». Мы с вами созидали и объединяли все эти годы. Мы стремились всегда найти компромисс. Мы стремились всегда сгладить острые углы и не идти на конфликт. Нам много с вами пришлось уступить. Мы уступали нашим идеологическим противникам, мы уступали нашим лжепатриотам, мы шли на уступки ради самого главного – сохранения спокойствия, стабильности в автономии, зная о том, что последовательная реализация, системная реализация наших планов в любом случае приведет к положительному результату для автономии. Нас жестко критиковали, мешали работать нам, а мы упорно, шаг за шагом продвигались вперед. Мы сегодня можем твердо заявить, что демократия ответственности в Гагаузии есть, и она заменила демократию безответственности и вседозволенности. Совсем недавно я наблюдал по гагаузскому телевидению выступление своего предшественника, которого он жестко критикует, Башкана Гагаузии Формузала. Скажите, честно скажите, вы могли себе представить, что во времена его руководства я выступаю по телевидению и критикую его? Могли себе представить? Это была бы сказка, никто бы не поверил. Но сегодня демократия есть, и, пожалуйста, он критикует, и никто его не преследует. Все нормально, пожалуйста. А теперь относительно тех, кто критикует нас. Я готов. Пусть берут лучшие умы политических партий, которые есть в Кишиневе, самых сильных аналитиков берут, выставляют против нас на телевидении и рассказывают, что они сделали за 4 года. А мы расскажем, что мы сделали за 4 года. Пусть народ будет судьей того, что мы сделали, и то, что сделали они за 4 года. Что мешало им 4 года подряд, работая в тесном контакте с народным собранием, со всеми структурами власти, имея своего прокурора, судей, имея парламент, президента, премьера, всех имели в одной связке. Что мешало им сделать то, что нам с вами удалось сделать за эти 5 лет? Ничего им не мешало. Ничего. Они просто не занимались этим. Им это было неинтересно. Ели шашлыки по лесопосадкам, собирались как волки в Карбалийском лесу, строили какие-то планы, но эти планы были связаны с персоналиями их личного благополучия и удобств для них. Ничего общего это с интересами народа не имело. Осталась небольшая часть тех, кто считает себя патриотами Гагаузии и видит свою роль только в критике. Под девизом «все плохо и все делается не так». Но несколько слов к тем, кто нас постоянно критикует. Критикуют, болит душа за гагаузский язык.
критикуй. Может быть, исполком мало делает. Но предлагай. Что ты предлагаешь? Мы с вами реализуем программу, а они критикуют ту программу, которую мы с вами разработали и реализуем. А что вы предложили? А им предложить нечего. Что вы сделали для того, чтобы родной язык лучше изучать, историю лучше знать? Ничего не сделали. Мы только критикуем. Но продолжайте дальше критиковать. И интересует история гагаузского народа. Что сделали для изучения истории гагаузского народа? Сколько книг выпустили? Сколько профинансировали? Где эти олигархи? Покажите, сколько книг оплатили выпуск книг по истории гагаузского народа. Покажите. А их это не интересует. Там невозможно заработать деньги. Там надо тратить деньги. Наши критики, те, которые нас критикуют, они законсервировались и остались в прошлом веке в плену ментальности и идеологии прошлых лет. Они привыкли, как раньше, приходить к первому секретарю и просить для себя машину, скака на машину, холодильник, телевизор или стенку. И вот их вся критика к этому сводится. Но сегодня 21 век. Они не могут понять одну простую вещь. Здесь в зале находятся члены движения «Единая Гагаузия», которые каждый день задают себе один и тот же вопрос. А все ли я сделал для того, чтобы моя маленькая родина, моя государственность, гагаузская автономия жила лучше, процветала? Вложил ли все силы я в то, чтобы она расцветала? Не критикую, а созидает, объединяет и выполняет работу по улучшению положения дел в Гагаузии. Вот чем мы отличаемся. Вот движение «Единая Гагаузия» вот этим отличается от остальных. Те просто критикуют. Мы с вами разрабатываем программы, стратегии, принимаем, утверждаем, реализуем. Где-то спотыкаемся, где-то ошибаемся. Но мы движемся вперед, мы знаем, что мы хотим. Они знают только критику. Всем нам надо разъяснить вредность этих критикующих болтунов, прикрывающихся патриотическими лозунгами. И партию критиков и болтунов необходимо разоблачать и снимать с них те тоги, в которые они нарядились. Я несколько слов хочу сказать и по тем темам, которые вы подняли относительно олигархов и унионистов. 22 года назад для многих из вас, меня в это время не было, я только в 1994 году приехал сюда, картина была ясна. Вот есть Гагаузия, вот есть автономия, вот есть ее жители. Мы стоим на страже защиты интересов нашей автономии. Мы защищаем нашу землю, мы защищаем нашу жизнь, наших родных и близких. Так было. С той стороны стояли волонтеры с арматурой в руках, пьяные, которые шли убивать гагаузов. Все было предельно ясно. Но прошло 22 года. Сейчас изменилось все. Сейчас уже идут по центральной площади, по центральным улицам городов, муниципия, столицы нашей страны. Молодые люди, красиво одеты, они очень интеллигентно говорят, знают много языков, несут цветочки в руках и говорят, что вы от нас хотите? Мы идем с цветочками, а в нас бросают тухлые яйца и камни бросают. Посмотрите, какие перемены за 22 года. Они не говорят о том, что это цветы несут на измену Родине и ликвидацию своей государственности. Они хотят показать себя белыми, пушистыми, интеллигентными, воспитанными. Но они не говорят, что эти цветы измены куплены за зарубежные деньги и что их финансируют. И мне непонятно, почему политическая элита Молдовы, кроме нас, стыдится своей государственности Республики Молдова. Почему? Они что, стыдятся, что они молдаване? Они стыдятся, что они живут в Молдове?
Так оставьте тогда эту страну, купите себе билет, съездите куда вы хотите и живите там, где вы хотите. Но давайте мы будем строить свое государство, Республику Молдова. Я не стыжусь говорить того, что я люблю свою Молдову. Ни один из вас этого не стыдится. Почему молдавские политики стыдятся это говорить? Почему не осудят эти марши? Почему допускают их проведение? Почему не привлекут к уголовной ответственности? Почему мы, гагаузы, первые говорим об этом на всю Молдову, что их надо привлечь к ответственности, посадить лет на 20 за измену Родине, а все остальные молчат? Почему? Они хотят ликвидации своей государственности? Тогда они все должны знать, что Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение. Другая колонна. Это местная пятая колонна, правильно выступающие до меня отметили, созвучность наших мыслей. И эта пятая колонна идет во главе с олигархами. Они применяют другую тактику. Но конечная цель унионистов, олигархов, у них одна и та же цель конечная. Это ликвидация молдавской государственности. Но мы все знаем историю. Был великий полководец Александр Македонский, отец которого был известный македонский царь Филипп. И знаете, что он сказал? Он сказал так, как полководец, прославившийся, его отец был не менее известным полководцем. Он говорил так: в каждой крепости есть маленькая щель, через которую всегда пройдет осел, груженный золотом. Надо кропотливо день за днем объяснять населению преимущества нашей команды и угрозы, которые исходят. Первое – от унионистов. Второе – от олигархов. Третье – от тех, кто заблуждается в своих лжепатриотических лозунгах. И те, которые находятся на денежном довольствии у олигархов. Они очень часто хорошие идеи дают, но реализация этих идей приведет к ассимиляции гагаузского народа и ликвидации гагаузской государственности. Вы не забывайте, в свое время Горбачев очень хорошую идею сказал: надо бороться с пьянством. А его борьба с пьянством завершилась разрушением великого государства, которое можно было реформировать и сохранить сотни тысяч людей, погибших в разных конфликтах. И Карабах, и Приднестровье, и многие другие. Поэтому, дорога ложка к обеду, все в свое время. Когда эволюцию искусственным образом провоцируют революционным путем, всегда жертвуют. Я предпочитаю другой путь. Может быть, это называется политика мелких шагов, может быть, это постепенных шагов, но поступательное движение вперед. Мы с вами сохраняем свою мобильность, единство и обеспечиваем стабильность и движение вперед. Вот это надо объяснять гагаузскому народу. Пусть не обольщается этот человек, когда он берет эти тысячелетия, что о нем будут всю жизнь заботиться. Нет, они вспоминают о народе только перед выборами, а мы с вами несем персональную ответственность перед каждым жителем автономии каждый день уже 6-й год подряд. И еще лет 20 будем нести ответственность перед ними. Мы людей объединяем на позитив, и объясняйте это людям. Вы обратите внимание, как мы с вами проводим эту избирательную кампанию. Назовите члена движения «Единая Гагаузия» кандидата, который хоть одно критическое слово сказал в адрес своих соперников. Мы идем только на позитиве. Мы говорим: мы у вас уважительно к вам относимся, но у нас есть своя позиция, мы считаем вот так, и мы их не критикуем. Мы не делаем из них врагов. Наша задача объединить автономию, потому что времена наступили, очень сложные времена. И спустя 18 лет официального и 22 года неофициального периода существования Гагаузии настало время, когда мы с вами серьезным образом должны укрепить
нашу государственность в составе Республики Молдова. А для этого нужны именно те люди, у которых слуга гагаузский народ. И народ должен знать, что он выбирает себе слугу, а не господина, который ему дает 1000 лей. Он сегодня у этого берет господина 1000 лей, если он за него голосует. Он себе выбрал господина, он не выбрал себе слугу. И очень важный аспект. Все кандидаты, которые Валерий Федорович назвал, это не кандидаты Башкана Формузала. Это кандидаты жителей своих округов, которые их выдвинули. Башкан ни одного человека не навязал. Это люди, которые живут день за днем рядом с населением, знают их боль, нужду и всегда на это откликаются. Я благодарен всему тому депутатскому корпусу, который вместе со мной стоял и пережил все эти ужасы и давления, и подкупы по отношению к ним, которые применялись. Я им очень благодарен. И я абсолютно уверен в том, что будущий состав, 5-й созыв Народного собрания Гагаузии войдет в историю гагаузского народа как первый созыв, где было принято уложение Гагаузии на всенародном референдуме, где четко были расставлены все акценты, и это будет окончательная точка в том, что Гагаузия будет всегда государственностью в составе Республики Молдова. Если они изъявят другое желание, то мы будем собственным государством. Собственным государством. Мы это доказывали своими делами на протяжении 8 лет. Победа жителей автономии – это новая строка в истории гагаузского народа. Это авторитет народного, важнейшего института власти, представительного института власти Гагаузии. Это укрепление авторитета в международном масштабе. Все эти склоки, которые здесь были, они мгновенно становились достоянием гласности. И весь мир распространяли эту информацию, а были специально нанятые люди, которые в интернет-сетях это распространяли, чтобы дискредитировать гагаузскую автономию. Этого не должно больше повториться. Никаких личных амбиций, никаких эмоций личных, только интересы жителей автономии. Это только подход, связанный с тем, что приносит пользу всем жителям Гагаузии. И вот это надо людям разъяснять. В завершении пожелаю всем нам победы, крепкого здоровья, сохранения того единства, которое мы с вами уже на протяжении 8 лет проводим. Да здравствует Республика Молдова! Да здравствует Гагаузия, да здравствует Единая Гагаузия и новый 5-й состав Народного собрания Гагаузии. 5-й созыв, народный созыв. Спасибо.